Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Мужчина, по его мнению, что вы к нему чувствуете, да? Каковы ваши чувства по отношению к нему, как он это видит, как он это ощущает. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите его по имени и задайте ему свой вопрос. Так и спросите: по твоему мнению, что я к тебе чувствую? И давайте проверим, сойдется или нет. Угадал он или нет. Так, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют то, чего вам слышать и узнать. Ой, как красиво! Смотрите, какая вы шикарная, красивая женщина. Ну и он, смотрите, себя прорисовал таким рыцарем. Говорит: я рыцарь, без страха и укора, да? Сильный-сильный. Ну, девочки, кто со мной давно, я так понимаю, что вам ответ ясен, да? Видим вот эту огромную чашу, которая фонтанирует в разные стороны. Ваш мужчина, которого вы загадали, считает, что вы просто без памяти в него влюблены. Живете только им одним, он ваш свет в оконце, что вы за ним и в огонь, и в воду, что преданы там до мозга костей. В общем, покорил, завоевал, влюбил. Все, вы свое сердечко ему отдали. Ну, видите, да, вот она, эта чаша, которая прям фонтанирует через край. Прям уверен, в себе уверен, да, считает, что вы его тут безумно любите. Безумно. Может быть, это и правда. Вы в комментариях напишите, как вы к нему относитесь, угадал он или нет. Кстати, мужчина, которого вы загадали, очень в себе уверенный. Прям очень. Ему самоуверенности не занимать. Вообще он считает, что он крутой, что он прям вообще мужик хоть куда. Что он там женщин как семечки щелкает, что для него там не составит труда любую там одним там, не знаю, взглядом соблазнить. Он говорит: я герой, я мужик, я альфа-самец, там все девочки при мне прям сознание теряют. Да, я вообще подарок, я мужчина-подарок. Подарок судьбы для любой женщины. Да? Женщины за меня там драться должны, сражаться. Я там кастинги могу проводить. Да, крутяк. Кстати, мужчина иногда странный бывает. Иногда он прям такой у вас бесшабашный, горячий, решительный. Там сначала сделаю, потом подумаю. А иногда, например, морозится, да, либо в какой-то ступор впадает. Вот у него какая-то биполярочка, да, какое-то раздвоение личности иногда. Смотрите, с вашей стороны я вижу, что вы его жалеете. Жалеете. Вот это главное вот чувство, которое есть в вашей душе, в вашем сердечке. Вам его жаль. Жаль, что он такой глупенький, жаль, что он там в проблемы попадает, жаль, что он, живет как-то, знаете, не по уму и не по сердцу. Да, мужчина часто в проблемы попадает. Вы его жалеете, вы его постоянно выручаете, либо постоянно его предупреждаете. Там, туда не иди, с тем не общайся, туда не лезь. А он редко, когда вас слушает, редко. А потом, значит, говорит вам, что: ой, как же ты была права, ой, как же я сглупил, что я тебя не послушал, но это было последний раз, да, первый и последний раз, больше такого не будет. Но такое постоянно повторяется. Так, еще этот мужчина уверен, просто вот он уверен, он готов дать, я не знаю, там, руку на отсечение, что у вас никого, кроме него, нет. И это типа невозможно. Что вот я такой, да, альфа-самец, я ее там зажег, и никакой другой мужик ей больше никогда не понравится. Почему-то он в этом прям уверен. Прям чуть ли не гарантии дает, что нет, нет.
только моя, только моя. Может быть, вы ему что-то недавно сказали, что он так прям посчитал, что все, он вас полностью покорил. Да, самоуверенный. Самоуверенный. Кстати, рядом с ним есть мудрый мужчина, как друг, либо старший, может быть, товарищ, который ему тоже дает хорошие советы. И он ему постоянно говорит, что тебе, дурачку, очень сильно повезло, что такая прекрасная женщина с тобой рядом. Вот. И на нее молиться должен, а не быковать, как ты это часто делаешь. Вот. И этот мужчина, кстати, его очень часто на место ставит. И он для него не просто друг, а даже какой-то, знаете, как ангел-хранитель во плоти. Может быть, это его отец, может быть, старший брат. Но вот явно у них связь есть. И этот мужчина, он хороший, он толковый, он помогает. Помогает, вразумляет и немножко остужает пыл этого мужчины. И у кого-то из вас так и отыграется, что вот этот старший друг, так, старший, не знаю, почему-то старший мне идет, ну, либо родственник, да, как-то тайно в вас тоже влюблен. Ну, вами очень восхищается и, ну, и по-доброму завидует, да. По-доброму завидует вашему загаданному, что вы выбрали его. Да, есть такое. Может быть, вы даже видели в его глазах какую-то грусть, да, либо нежность, когда он на вас смотрит, когда он с вами говорит. Такое есть. Вот этот мужчина, друг его, это ваш союзник. И в каждой сложной ситуации он готов и может помочь. Вам бы с ним, я не знаю, там, ближе подружиться, что ли, либо почаще общаться. Возможно, это бы вам помогло. Так, что еще? Он думает о ваших чувствах. Он думает, что вы очень ревнивая. Он думает, что вы собственница. И прям уверен, что вы им очень сильно дорожите. Вот, в случае там какой-то ситуации, провокации, вы там с кулаками броситесь на свою соперницу. Да. Еще он думает, что вы очень впечатлительная, что вы любите там наводить тень на плетень, заострять ситуации, придумывать проблемы на ровном месте, что вы слишком заморачиваетесь о чем-то там совершенно для него неважном, что вы очень часто включаете в себе учительницу. Вот, и он такой, ну типа, с меня хватит, да, я там в школе учился, там в вузе учился, ты еще будешь меня тут учить. Он понимает, что вы правы, но считает, что вы не должны этого делать, что все должно быть наоборот, что это вы должны его слушать, а он не он вас, да, вот как-то так идет. Так, еще он уверен, что у вас от него нет никаких секретов, что вы ему прям все рассказываете, никогда ему не врете, никогда ничего не скрываете, что вы там боитесь, да, боитесь ему соврать. Ну типа, я же умный, я же все узнаю. Да, я ведь ложь чувствую. На самом деле ничего он не чувствует, и он очень часто и сам обманывается, и часто его люди обманывают. И еще он думает, что у вас по отношению к нему какие-то слишком завышенные ожидания, что типа слишком много она от меня хочет, я и так ей сильно много дал, да, другие женщины такого и не видели. Хотя, если честно, я не вижу, чтобы он тут вам чего-то прям много всего дал. Да. Считают, что вы слишком требовательная и слишком какая-то вот педантичная, да, там порядок, уют, чтобы все было на своих местах, там мыло смывай, там носки не раскидывай, да, немножко его ущемляете в его привычках. Есть у него мечта. Есть у него мечта, чтобы вы что-то бросили, либо от чего-то отказались и вот чем-то не занимались. Не знаю, может быть, вы работаете, может быть, вы каким-то творчеством занимаетесь. Вот он как будто бы вас ревнует к тому, чем вы занимаетесь. Ему прям очень хочется, чтобы вы там прекратили это делать. Чтобы вы его не пилили, когда он не прав, чтобы вы там вообще этого не замечали. Типа, он не прав, значит, все нормально. Я не должна об этом говорить, я не должна об этом думать. И чтобы вы меньше с ним спорили. Ну, типа, он мужик, он главный, вот как он сказал, так и будет. А ты, женщина, сиди и помалкивай, да, знай свое место, а место твое на кухне. Да. А еще, знаете, по поводу кухни ему кажется, ну, вернее, он в этом уверен, что вы
ну вот типа вкусно готовите, не потому что вы вкусно готовите, вы талантливая женщина, да, и все делаете прекрасно, а потому что вы ему пытаетесь угодить. Представляете, какой зазнайка? Типа, это она для меня старается, да? Ну, конечно, эгоист. Мужчина эгоист и в себе прям очень супер уверен. Считает, что вы прекрасная птичка, которая вот ручная стала, да, ручная. И сидите у него постоянно на руке. Вот, типа, мне больше не надо ничего делать, мне не надо больше стараться, она и так уже моя. Она моя. Ну что, девчоночки, больше мне добавить нечего, а вы в комментариях пишите, угадал он или нет. Действительно, вы так к нему относитесь и такую вот роль в жизни занимаете, либо он ошибается. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.